Друзья, здравствуйте. Решили подвести итоги голосования в Якутии. Конечно, это было ожидаемо, что всем надоело, что происходит в республике. Крайней точкой было это лесные пожары, задымленность и очень низкая влажимость в республику. В основном идет выкачка ресурсов. Мы сейчас коротко подведем итоги по республике. На большинство участков победила партия КПРФ. Это было очень предсказуемо. Весь электорат, все протестное настроение было сформировано возле партии КПРФ. Всех приветствую и хочу рассказать, как прошли выборы у нас в Республике Саха-Якутия. В Якутии работали 822 участковые избирательные комиссии. Из них 28 были временно организованные в 19 вахтовых поселках. В регионе прошли выборы в Госдуму 8 созыва по Якутскому одномандатному избирательному округу номер 24. У нас было зарегистрировано 9 кандидатов. Вот. И также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха-Якутия 6 созыва по университетскому одномандатному избирательному округу. В некоторых УИКах по 3 бюллетеня, но в основном у людей были 2 бюллетеня. Получается, что один бюллетень был по партиям и второй по одномандатному избирательному округу, где было 9 кандидатов. И у нас в Якутии с разгромным счетом победила партия КПРФ. И также кандидат от этой же партии КПРФ Амосов Петр Револьдович. И вот мы сегодня хотим рассказать, как мы работали наблюдателями в избирательных участках и поздравить партию КПРФ и Амосова Петра Револьдовича. Меня, конечно, знают там на избирательном участке с прошлых выборов главы города Якутска или мэра города Якутска. Вот, когда я туда пришел, мне сказали: опять ты, что ли, тут на избирательном участке? Я говорю: да, опять я. Я говорю: давайте, сразу говорю, давайте хорошо работать, и все будет спокойно. Никаких не будет жалоб, замечаний. Если будете хорошо работать, так и будет. Но без замечаний, без жалоб не обошлось. Ну вот, я хочу сказать, что Сергей очень ответственный наблюдатель. Его, конечно, побаиваются. Он пресек, да, на прошлых выборах мэра. На прошлых выборах пришел большой список на 4, Да, именно на на выездной, выездные, на да. 400 с чем-то человек был примерно. Я уж не помню, как происходило. И среди этого, наверное, человек 86 было нашего УИКа на выездной. Вот таких списков не должно быть. Как должно быть на УИКе? Два варианта: заявление от человека и телефонный звонок в УИК, что я не могу проголосовать вот, по причине состояния здоровья. И сейчас новая такая модная болезнь по причине ее. Все эти данные вносятся в реестр выездной комиссии, дата и время проставляются. Никаких других вариантов не должно быть. Вот, и в этот раз, да, у тебя как произошло, что В одна этот раз, в этот раз, женщина, да, не звонила, не просила к ней приехать. уже ближе к вечеру, к завершению голосования, 19 сентября, вот, позвонили и сказали, что есть еще одна заявка. Вот, мы поехали на эту заявку. У меня она сразу вызвала подозрение. Вот, и мои подозрения подтвердились. Вот, спрашиваю сразу у женщины, которая оставляла заявку. Я говорю: а вы лично оставляли заявку? Она говорит: Звонили. да, звонили. Она говорит: нет, не звонила. Мне какой-то мужчина позвонил и сказал, что вот
вам лично принести, будете голосовать, либо урну принести. Ну, женщина сказала сразу, вы урну принесите. То есть, соответственно, из этого делается вывод, что кто-то составляет списки пенсионеров, временно нетрудоспособных, Мгм. Заранее. заранее составляют за 2-3 недели до И начинается голосования. обзвон. Да, и начинают обзванивать, предупреждают. Вот, я думаю, что мы эту информацию всю раскопаем, это будет очень интересно. Я думаю, Мгм. откуда это все берется и откуда эти персональные данные утекают. Мгм. Вот, и еще один такой момент был на выездной. а, Наблюдатель от партии «Единая Россия» записывал персональные данные избирательниц, к которым мы выезжали. Я первое, ладно, я думаю, он так для себя поинтересовался, но потом смотрю второй адрес, он уже пишет куда-то. Я сразу этот момент пресек на месте, сообщил членам избирательной комиссии. Была проведена беседа с наблюдателем от партии «Единая Россия», и эти все были персональные данные удалены. То есть они дальше никуда не ушли. Да, и мы сделали первое замечание. Потом больше таких инцидентов не Ну было. вот да, Сергей очень ответственно подходит к работе наблюдателя. Я тоже всегда слежу, направляю, считаю голоса. Вот у меня даже на комиссии председатель комиссии советовалась со мной, спрашивала там данные какие-то, потому что вот работа наблюдателя в этом и заключается, что вы должны следить, вести подсчет избирателей, да, всегда быть вот в курсе дел, постоянно находиться в участковой избирательной комиссии, желательно не отлучаться. Если вы хотите отлучиться, то можете вот договориться вот с другим наблюдателем другой, допустим, партии, или вот как договаривалась с общественными наблюдателями, они оставались, я, допустим, уходила, или они уходили, я оставалась. Понимаете, вот должно быть вот такое вот дружественное, да, вот как бы работа вместе в тандеме как бы. И что хочу сказать, что у нас в Якутии были наблюдатели от Тумусова, от «Единой России», от КПРФ, от Анатолия Наговицына, от новых людей немножко было представителей. И была в этом году хорошая работа общественной палаты, и были наблюдатели, значит, общественные, да, вот общественные наблюдатели. И вот я хочу вам рассказать, как у нас прошли выборы. Значит, у нас КПРФ набрала 35,15%, партия «Единая Россия» получила 33,22%, и третье место заняла новая партия «Новые люди» 9,87%. Вот. На четвертом месте «Справедливая Россия». В тройку они не вошли. Справедливоросы, да. У них всего 8,19%. И на пятом месте у нас ЛДПР 5,14%. По Якутскому одномандатному избирательному округу номер 24 по кандидатам от партии у нас победил Амосов Петр Ивольдович от партии КПРФ. Он набрал 21,61% голосов. За него проголосовало 69 215 избирателей. На втором месте единорос Петр Черкашин. Он набрал 20,07%. Это 64,275 избирателей. Тут можем мы сказать, что единороссы набрали голоса нечестным путем. Все прекрасно видели наш, да, ролик, где были подвозы, где привозили прямо на автобусах бюджетников, работников больших организаций.
как вот в ролике у нас, да, видели организации какие, автобусы откуда были направлены. Вы это все видели в предыдущем ролике, и поэтому эти голоса все, естественно, бюджетников, накручены, были, было просто видно, как люди приходили, по несколько человек, и друг друга фотографировали. И было слышно прекрасно, они даже открыто говорили, что это нам для отчета, понимаете? Они потом отчитывались, они так и говорили: нам надо фото на работу отправить, нашему там директору отчитаться, что мы вот проголосовали. Представляете, люди как рабы идут по неволе, и видно было, что вот им это не нравится. Они шли вот такие недовольные, просили нас, даже наблюдателей, их сфотографировать. Вот лично я тоже фотографировала несколько людей, которые просили их сфотографировать. У вас было такое? Да, у нас было такое, что фотографировали. И третье место занял Федот Тумусов от партии «Справедливая Россия». Он набрал 19,55%. За него проголосовало 62 597 избирателей. И это, мне кажется, полный провал, потому что у него была очень сильный штаб, была очень мощная агитация. Значит, на каждой остановке был его большой плакат, вывешены везде, значит, агитматериалы. Работа велась во всех соцсетях. Ну, вы прекрасно знаете, что вот он очень любит такое приложение, как ТикТок. И вот такое вот недоверие ему от его земляков, мне кажется, о многом говорит. И что ты хотел сказать? Тумусов, домой, пора домой. Хорош, засиделся в Москве. Да, потому что И- он сидит уже третий срок, понимаете, человек. Две партии стали недовольны итогами выборов, победы коммунистов на этих бойцовских протестных выборах. Это такие партии, как «Справедливая Россия» и «Единая Россия». А остальные были партии согласны с решением избирателей. Потому что они не ожидали, что они проиграют, понимаете? Единая Россия вообще в шоке, они не понимают, как они могли проиграть с таким админ-ресурсом, с такой агитацией. Вы знаете, что были в одном нашем УИКе была жалоба подана, потому что в 30 метрах от избирательного участка были плакаты Единой России, представителя от Единой России. Это о чем говорит для средней полосы России, да, для России полностью в целом. То есть только когда люди хотят, они добиваются все вместе, то есть достигают цели. Друзья, вы сплочайте в своих регионах, сплочайте всю оппозицию, яблоко, не яблоко. Все должны достигнуть одной цели. То есть выбирайте ту партию, в которой вы действительно уверены, Которая может победить Единую Россию. да, сильную партию Да. только в вашем регионе, которая действительно сильная. Давайте все вместе будем работать над этим. И что мы еще хотели сказать? Что у нас очень перспективный, молодой, честный, отважный кандидат был на вот этих выборах, да, это Анатолий Наговицын. Мы его искренне поздравляем с таким успехом. Он занял твердое 5-е место среди вот 9 кандидатов, которые прям уже, можно сказать, прям мастодонты, да, они уже депутаты, они уже там, некоторые там который срок, а он никому неизвестный вот молодой парень, и он показал себя с очень хорошей стороны. Он, допустим, вот сегодня в нашем
Тики всю ночь не спал, смотрел, чтобы не подтасовали результаты. Он следил зорко, был даже, говорят, такой вот случай, что там хотели что-то подтасовать результаты, но он это пресек. Он вообще большой молодец, он всегда выезжал вот во время этих 3 дней голосования, выезжал на вот такие УИКи, где были нарушения, пресекал. И мы ему желаем дальнейших успехов. Надеемся, это вот такой был у него старт, красивый, яркий. Люди хотят его уже видеть таким депутатом, люди хотят за него голосовать. И вот сейчас наша вот сейчас задача всем объединиться, понять, что у нас одна цель, не надо нам разбредаться по разным вот партиям, вот в одну вот, да, вот мечта такая, вот всю оппозицию соединить в одну партию, и тогда бы уже у нас вообще не было бы такого монополиста партии, вот как Белых медведей, да, лысых да, медведей. да. И вот по России еще хотела сказать, да, что вот мы смотрим по результатам, вот чем дальше от Москвы, вот, да, Дальний Восток, Якутия, да, Республика Коми, да, вот там хорошие дали результаты, победила партия КПРФ, а уже ближе к центральным районам, там уже, да, там уже Единая Россия побеждает безоговорочно, это очень печально. Мы, кстати, расстроились, что Бурятия не отстояла, да, что там победили, значит, Единая Россия. Мы расстроились, потому что там очень хорошие у них депутаты от КПРФ, да, вот Мархаев, Баир Циренов, да, вот очень жаль, что Баир Циренов не вышел. Ну вот в том-то и дело, да, что должна быть работа слаженная. Во-первых, должна быть хорошая агитация в соцсетях, да, наглядная агитация. Очень должны хорошо работать штабы этих партий и наблюдатели на участках. И именно во время голосования должны наблюдатели сидеть, знающие свое дело, и тогда это, понимаете, победа партии это когда у вас хорошие наблюдатели. Вот Да, это, а да. не сидящие в телефоне, Да. заигрывающие там с другими наблюдателями. Ну это что такое? На участках должны относиться ответственно. Не сидеть в телефонах, не играть, а следить за процессом, что происходит на избирательном участке. Отлучаться только по необходимости. И при этом, если вы отлучаетесь, оставляйте фото или видеофиксацию, чтобы потом пересмотрели, что здесь произошло. Либо звоните, чтобы вас подменили. Это обязательно. То есть участок не должен оставаться один наедине со членами избирательной комиссии. Вот. От этого зависит успех победы. Победа, она очень вкусная и мощная. Это был протестное движение от Якутии. И мы с Сергеем хотели бы поблагодарить всех общественников, блогеров. Это тоже большой вклад ваш в победу КПРФ, в то, что мы не сдали нашу республику, мы ее отстояли. И это такие люди, как Алена Алексеева, Игорь Назаров, предприниматель Афанасий Алексеев, блогер Петр, канал, YouTube-канал Якутия.ком и многие другие. Вот вам большое спасибо за то, что вы призывали людей выйти на голосование, не сидеть дома, не лежать на диванах и жаловаться. Вот как мы живем плохо, да. У нас вышли люди именно по зову сердца, по своим убеждениям именно в воскресенье, 19 сентября. И вот я сидела на избирательном участке, и у меня просто душа радовалась. Я видела, как люди шли сами, не по принуждению,
Просто прям на моем участке прямо вот нескончаемым потоком шли люди с семьями, старики. Бабушка была у нас 84 года Видно. И мы благодарим всех людей, которые неравнодушные к нашей республике, вышли в воскресенье 19 сентября, и поэтому мы, вся республика, видим, что это не зря все было. Вы не зря в воскресенье вышли и проголосовали. Вот налицо результат. В Якутии победила Коммунистическая партия Российской Федерации. Молодцы, поздравляю вас. Все, спасибо всем, друзья. С вами был Сергей Тихий и Виктория. До скорых встреч. Пока-пока. Вместе мы сила.